Уважаемые участники судебного заседания, мы выслушали позиции сторон, пояснения представителей государственных органов, привлеченных по данному делу в качестве третьих лиц, экспертов. На этом можем считать, что исследование материалов по делу Исмаилова оконченным. В этой связи предоставляется право заключительной речи. Валериан Ахметович, пожалуйста, пройдите к трибуне, вам предоставляется право заключительной речи. К трибуне. Уважаемые члены Конституционного суда, я очень коротко, потому что я сказал, я вот прослушал внимательно то, что я говорил о соразмерности, об этом, оно передо мной сейчас очень хорошо сказала, это как его международный эксперт, что я так и не понял, что адекватны результатам должны быть, я не понял, что они должны быть соразмерны указанным целям. Я еще раз хочу на это заострить внимание. Почему? Потому что я говорю, есть обременение, какие-то ограничения есть. Некоммерческим организациям, может быть, я говорю, есть ограничения. Вот эти ограничения я бы просил ваш уважаемый Конституционный суд, когда будете выносить судебный акт, вот эти ограничения, они соответствуют Конституции или не соответствуют? Вот моя мысль была в основном в нескольких словах. Я просто хочу чтобы уже не задерживать ваше внимание. Ну и остановлюсь на своем том, что я поддерживаю мы поддерживаем о том, что они не соответствуют указанным ниже нормам нами Конституции, 36 и так далее, повторяться не буду, они это записаны. А просто обратить внимание, очень хорошо, Венера Шайдовна сказала, насколько они соответствуют нашей Конституции ограничений. На это обратить все. Спасибо. Хусанбай Хадрджанович, пожалуйста, пройдите к трибуне, вам предоставляется право заключительной речи. Уважаемые председательствующие, уважаемые судьи Конституционного суда, уважаемые участники сегодняшнего судебного разбирательства, сегодня очень немаловажные вопросы рассматриваются. Прежде чем начать, хочу обратить ваше внимание. Кыргызстан является членом Совета по правам человека ООН. То есть наша страна, представитель нашей страны, сидя в ООН, как эталон всем остальным странам мира эти спорные вопросы по правам человека рассматривает. То есть данный вопрос, данное решение от вашего этого сейчас решения, весь мир смотрит, если так на это смотреть. Поэтому, уважаемый суд, прошу обратить внимание на следующие очень немаловажные вопросы. Во-первых, мы не зря порядок принятия подняли вопрос. Мы видели, там статья 20 Закона о некоммерческих организациях четко, ясно говорит, в каком порядке и по каким требованиям экспертиза должна пройти. Если бы нормальная экспертиза тогда прошла независимым, аккредитованным, мы бы здесь все поняли бы. Все эти поставленные вопросы тогда бы и были бы решены, но ее не сделали. Экспертизу, вообще по идее, экспертизы проводят для пояснения, для того, чтобы мы поняли. А прочитав ту экспертизу, на основании которого приняли этот оспариваемый закон, мы наоборот не поняли. И те утверждения, которые... Это не означает, что одно слово написал, она не противоречит и все нормально. И это не означает, что это экспертиза. В экспертизе должна быть обоснование. У нас должна быть возможность их утверждения перепроверить, на какие научные данные и на что они обосновывают эти свои утверждения. То, что написал одно слово, это разве экспертиза? Поэтому и этот очень важный момент, и такая практика у нас сложилась. Люди пишут, и все на этом проходит. А где это сопоставление, к соответствию Конституции, к этим? Поэтому одни законы противоречат другим, одни законы нормам прав человека противоречат. Поэтому мы это получили, сегодня, уважаемый суд. Это во-первых. Во-вторых, порядок принятия, она, несомненно, была нарушена.
Теперь по поводу содержания, по сути, да, если обратить внимание. Вот вопрос промелькнул касательно опубликования, да. Это я в своих выступлениях ее пропустил, но потом другие участники это там подняли этот вопрос, эксперт в частности подняла. В действительности, почему некоммерческая организация, только они должны, вот их отчеты опубликовываются, а остальных нет. И у других коммерческих, у других нету такой публикации. Почему публикуют? Это раз, это дискриминационный момент. Во-вторых, да я понимаю, там вокруг чего этот вопрос идет, там в чем это, они же все, ну, у вас могут возникнуть вопросы, они же все такой отчет сдают же, в других формах, в других документах, в другом формате сдают же. Но, уважаемый суд, обратите внимание, я когда задавал вопрос сторонам, там два момента, даже вот в оглавлении, да, вот этого сводной, там так и пишется, источники формирования денежных средств. Источники формирования. Не виды денежных средств, не формы денежных средств. Речь идет об источниках. Это первый момент. И второй момент, уважаемый суд, направление их расходования. На что они ее будут расходовать. Теперь, какой другая коммерческая организация, да, или другая, да, кроме некоммерческой, которая этот закон нас затрагивает, какая другая, источник формирования и направление своей деятельности в своих отчетах указывает. Нету такого. Может быть, там подоходный налог, этот налог, другой, куда, какие расходы поступили. Но вот этот в таком формате вопрос нигде нету. Вот суть. Уважаемый суд, теперь, когда раз этот вопрос был поднят, здесь через призму прав человека, который мы в Конституции указали же, должны пропустить же. А в Конституции что говорится? 22, если я не ошибаюсь. Суть и содержание всех государственных органов деятельности – это права, обеспечение прав и свобод человека. Суть и содержание деятельности каждого госоргана и каждого должностного лица. Через эту призму все должно идти. Теперь вот стороны выступили и показали. Суть и содержание что было? Суть и содержание – обеспечение прозрачности, да, для народа. Вопрос, народ ставил этот вопрос, чтобы обеспечивал прозрачность. Откуда они взяли это, чтобы такое требование выставлялось, да? Не было такого требования. Вот не зря мой коллега задал вопрос, а где аналитика, где отчеты, на что вы опираясь вот это все поднимаете, да? Нету такого. Теперь и она, вот эти три законные цели, установленные Конституцией, да, международными нормами, законные цели, соответствующие демократическим целям, она соответствует. Разве это безопасность? Нету там никакой речи о безопасности. Если о безопасности мы говорим, там есть специальные правоохранительные органы, есть статьи в Уголовном кодексе, да, соответствующие, компетентные органы есть правоохранительные, которые занимаются этим вопросом. Соответственно, вопрос о безопасности здесь в априори не стоит. Абсолютно. Теперь вопрос о нарушении прав человека. Да? Вопрос о нарушении прав человека. Те, чьи права нарушены, в Гражданском кодексе установлен механизм отстаивания и восстановления нарушенных прав человека. Пусть кто считает, что его права нарушены, суд и доказывает, и восстанавливает. Тоже этот вопрос не стоит. Нормы морали. Какую мораль коммерческая организация нарушила? Соответственно, вот этим целям данные эти не соответствуют, уважаемый судьи. Поэтому, вот я считаю, что подобным образом, подобными ограничениями делают специальный механизм, дабы, чтобы в нужный момент налоговая служба могла подать в суд, дабы вот галочка, чисто формально, могла подать в суд и неугодных там ликвидировать. Вот. Там же вот не зря вот эксперт привела азербайджанский опыт, да? Там отчет предоставит неправильную, но это же будет считаться отчет предоставленным, хоть и неправильный. И какая ответственность? Нету никакой ответственности. Там же ставится вопрос только о сдаче отчета. Если не сдал, то тебя ликвидируют. Только это же. Потом там вот в Азербайджане, оказывается, взяли и из-за неэффективности этого закона удалили. Убрали. Вот, уважаемый судья, в прошлом судебном заседании я предоставлял документ выступления постоянного представителя ООН Кыргызской Республики. Там в этом постоянного представителя, когда в его докладе есть момент, абзац, указано, там они ссылаются на соображения спецдокладчика по свободе объединений, там они ссылаются на решение комитета, она указывает и говорит, что излишние вот эти бюрократические, да, какие-то препоны
оно не является правами человека, и это является прямым образом ограничением прав и ограничением права на свободу объединения. Поэтому, уважаемый суд, поскольку права человека являются высшей ценностью, а Конституционный суд, суть содержания всех госорганов является это обеспечение вот этой ценности, я считаю, что я уверен, что вы эту призму посмотрите через эту призму. И еще один момент, уважаемые судьи. Законность кто обеспечивает? Законность, верховенство закона обеспечивают это суды. Ни прокурора, ни стороны, мы перед вами ставим этот вопрос. И законность устанавливают суды. Вот много критик в последнее время идет, что у нас законы не работают. Я ожидаю, что наш Конституционный суд сегодня покажет и скажет, что вот у нас законы есть, и законность у нас есть. И высшая ценность у нас права человека. Спасибо за ваше внимание. Самат Хштовекович, вам предоставляется право заключительной речи. В соответствии с части 20 статьи 23 Конституции Кыргызской Республики, права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены Конституцией и законами в целях защиты национальной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения, защиты прав и свобод других лиц. Подтверждением этому выступает норма концепции национальной безопасности Кыргызской Республики, утвержденной указом президента Кыргызской Республики от 20 декабря 2021 года. Так, в соответствии с обозначенной концепцией национальной безопасности гарантировано состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, а экономическая безопасность – состояние экономики, обеспечивающее его устойчивое функционирование под воздействием различных угроз, позволяющие сохранять надежную управляемость социально-экономическими процессами, удовлетворять в необходимых масштабах общественные потребности, защищать экономические интересы личности, общества и государства на национальном и международном уровнях. Очевидно, что экономическая безопасность – это составляющая национальной безопасности, без которой невозможно обеспечение остальных структурных элементов национальной безопасности. Более того, отсутствие экономической безопасности или ненадлежащее его поддержание ставит существенные государственности под угрозу. Помимо этого, концепция содержит нормы, согласно которым обязательность уплаты налогов и сборов является одним из принципов обеспечения национальной безопасности. Заявителем делается ссылка на статью 36 Конституции Кыргызской Республики, предусматривающей право каждого на свободу объединения. Законодательство Кыргызской Республики предусматривает право граждан на создание различного рода объединений, но в каждом случае объединение граждан характеризуется общественность их интересов, взглядов, позиций, единственной целью всех ее участников. Норма статьи 36 Конституции может быть нарушена тогда и только тогда, когда со стороны кого-либо, включая органов государственной власти, осуществляется действие или, наоборот, бездействие, направленное на создание предпосылок попирания этого права. Такие действия, бездействия, могут выражаться как прямым ограничением прав, так и, однако, все это создает препятствие реализации этого каждому человека. В соответствии с положением статьи 50 Конституции Республики, каждый обязан платить налоги, сборы в случаях, предусмотренных законодательством. Также хочу отметить, что при принятии этих законов со стороны Жогорку Кеңеша с комитетом по социальным вопросам образования, науки, культуры и здравоохранения Жогорку Кеңеша была проведена парламентское слушание по данному законопроекту. В ходе проведения парламентских слушаний участникам были озвучены предложения и замечаниями. В связи с чем мы просим, что рассматриваемое ходатайство не оставить без удовлетворения. Присаживайтесь.
Уважаемые участники судебного заседания, на этом рассмотрение дела по ходатайству Исмаиловой Тулехан Асаналиевны о проверке соответствия частей 2-3 статьи 17 Закона Кыргызской Республики о некоммерческих организациях, статье 36 Конституции во взаимосвязи с ее структурными элементами, частью 4 статьи 1, частью 2 статьи 2, частями 1, 2, 4, 6, 5, 6 статьи 23, частями 1, 2 статьи 24, статьей 55, частями 1, 2 статьи 56 считается оконченным. Суд удаляется в совещательную комнату для вынесения решения. Прошу всех встать.